На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Аэродром международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования. Такой проект распоряжения президента Республики Абхазия приняли на заседании Кабинета министров, которое прошло под его председательством. Также в ходе заседания было принято очень важное и в историческом смысле постановление. Международному аэропорту Сухум присвоен четырехзначный буквенный код УРАС. В общем, на повестке дня очередного заседания Кабинета министров было 3 основных и 2 дополнительных вопроса. На заседании побывала и наша съемочная группа. Подробности в следующем репортаже. Президент Рауль Хаджимба подписал распоряжение о придании аэродрому международного аэропорта Сухум имени Ардзинба статуса аэродрома совместного базирования. Проект распоряжения президента предусматривает использование аэропорта для размещения гражданских и государственных судов в соответствии с Воздушным кодексом Республики Абхазия. Проект представил председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипи. Это все делается по поручению президента. В прошлом году мы начали отрабатывать этот проект. Привлечен российский инвестор, который согласился вести проектно-сметные работы на этом объекте. В течение следующего месяца полностью заканчивается составление проектно-сметных документов. Как рассказал Вахтанг Пипи, в 2006 году Международная организация гражданской авиации, которая устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует ее развитие, аннулировала коды аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов. Несмотря на то, что с 1993 года аэропорт де-факто закрыт, спецрейсы, в частности ООН, все же осуществлялись. Однако аннулирование кода привело к закрытию аэропорта уже де-юре. Кроме военной авиации, все авиакомпании, члены Международного воздушного союза не выполняют полеты в Абхазию. Российские авиакомпании также не летают в Сухум во избежание санкций со стороны этой же организации. Пипи отметил, что аэропорт после открытия сможет принимать от 3 до 5 тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок. Международный аэропорт города Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба для выполнения международных полетов присвоит международному аэропорту Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба и воздушному пространству Республики Абхазия международный 4-буквенный код УРАС. Начальник отдела государственного регулирования гражданской авиации Госуправления по транспорту Заурешба пояснил значение букв кода, где У – это обозначение, принятое Международной организацией гражданской авиации для всех стран постсоветского пространства. Р – так называемая Ростовская воздушная зона, которая является центром управления полетов для стран Европы. А – обозначение Абхазии и С – Сухум. Он проявил готовность к подбору и обучению кадров уже сейчас. За 27 лет, так будем говорить, недеятельности, не функционирования нашего аэропорта, мы потеряли большое количество специалистов. Аэропорт, как вы знаете, это высокое технологичное производство, поэтому подготовить сегодня к моменту, когда я не знаю, решится этот вопрос, высоких специалистов, это очень сложно. Но есть среднее звено, которое мы можем сегодня же, при решении этого вопроса положительно, приступить к созданию кадров, отбору и подготовке, обучению кадров. Вот это я хочу, чтобы заранее чтобы максимально привлечь наших граждан к этой работе. Открытие международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба имеет важное значение для Абхазии, в том числе и как для туристической страны. Аэропорт – это неотъемлемая часть коммуникаций с внешним миром. И это как раз-таки вопросы укрепления тех связей, которые позволят нам получить и туриста, получить и людей, приезжающих к нам не только в качестве туристов, а в качестве и инвесторов. Мы же говорим о том, что аэропорт работает не только в сфере авиационных, как говорится, деятельностей, а аэропорт дает возможности и вне авиационной, как говорится, деятельности получать дополнительные доходы. А это наши с вами бюджетные возможности. Это только первые шаги. И все будет зависеть от того, как мы будем выстраивать эти отношения, как мы будем настойчивы в этих вопросах.
Члены правительства перешли к рассмотрению вопросов дополнительной повестки. Был одобрен проект постановления о представлении президенту предложения о подписании соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Абхазии, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия. В рамках данного соглашения предполагается увеличение денежного довольствия. Сумму, которая планируется на 2019 год, это порядка 150 миллионов рублей. На 2020 год планируется увеличение до 300 миллионов рублей. И в 2021 году планируется увеличение в размере 450 миллионов рублей. Отдельно по направлению улучшения материально-технического оснащения. Речь идет об увеличении финансирования на 188 миллионов в 2019 году, на 108 миллионов в 2020 году и на 98 миллионов в 2021 году. Части средств бюджета Республики Абхазия, которые мы должны будем изыскать, как только данное соглашение пройдет все внутригосударственные процедуры, как только оно будет подписано и вступит в силу, мы, безусловно, будем выходить в парламент с предложениями по корректировке действующего закона о республиканском бюджете в целях выполнения тех обязательств, которые мы возьмем на себя в рамках данного соглашения. В целях управления Национальным парком Республики Абхазия Кадорское ущелье и обеспечения режима особой охраны его территории правительством принят нормативно-правовой акт, утверждающий положение о Национальном парке и создание государственного природоохранного учреждения для управления Национальным парком. Срок создания учреждения определен постановлением до 1 октября 2019 года. Абхазия получает 27% своей территории под особо охраняемые территории. Таким образом, это показатель самый высокий в мире. Мы выходим на первую позицию по отношению территории к особо охраняемой территории. Если еще мы сумеем наполнить это соответствующим содержанием, то это и политическое решение, и международный резонанс, показатель того, что Абхазия демонстрирует приоритеты в современном мире, показывая, что сохранение уникальных природных сообществ является национальной политикой. С другой стороны, это, конечно, непростая система управления, потому что она включает в себя не только природную территорию, но она включает в себя населенные пункты. Главная задача состоит не в том, чтобы закрыть эту территорию, а наоборот сделать ее открытой и создать модель устойчивого развития общества и природной среды. Далее заседание членов правительства под председательством президента Рауля Хаджимба прошло без участия журналистов. Президент Рауль Хаджимба провел рабочую встречу с директором Академии наук Абхазии Зурабом Джапуа. Зураб Джапуа проинформировал главу государства о проделанной работе в сфере книгоиздания. Среди наиболее важных изданий он назвал книгу «Азаранца», которая послужит большой поддержкой для сбора материала, связанного с традициями и культурой абхазского народа. Также вышли в свет книги «Абазинские материалы», «Определитель растений Абхазии» и «Вестник Академии наук Абхазии». Зураб Джапуа рассказал и о проведенных выборах новых академиков и корреспондентов Академии наук Республики. Также он попросил Рауля Хаджимба рассмотреть вопрос увеличения зарплат технического персонала Академии наук и увеличить выплату кандидатам и докторам наук. Глава государства отметил, что, насколько возможно, эти вопросы будут рассмотрены. Рауль Хаджимба добавил, что Академия наук играет важную роль в развитии абхазской науки и государства. Но еще есть над чем работать. Нужно, чтобы в вопросах развития экономики Академия принимала еще большее участие, подчеркнул Рауль Хаджимба. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала Астамура Какаля, Артура Анкваба и Астамура Отырба в качестве кандидатов в президенты Абхазии. Данное решение было принято сегодня на заседании комиссии Центризбиркома. Также ЦИК обсудил формат проведения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на абхазском телевидении между кандидатами на высший государственный пост страны. В итоге дата жеребьевки назначена на 29 июля. Кроме того, в ходе заседания комиссия Центризбиркома приняла протокол окружной участковой избирательной комиссии и обсудила обращение представителей абхазской диаспоры из Иордании о проведении выборов и там.
Категорически против были настроенные люди, настаивающие на том, что значит, надо относиться однозначно, исходить в критику закона. Дело в том, что у нас разногласия в законе большое есть. Из чего исходил весь этот спор? Знаете, я тоже придержался мнения, что надо регистрировать, потому что к подписям как таковым, подписям, я подчеркиваю, вопроса у рабочей группы не было. Были вопросы к проставлению даты. Дело в том, что в законе сказано, что проставление даты должно бы осуществляться непосредственно подписантом, то есть тем, кто ставит свою подпись. Но санкции в этом же законе определены только по недостоверности подписей. Основная наша задача – организация и проведение выборов и определение волеизъявления граждан. То есть пусть граждане определят, насколько он достоин быть президентом, тот или иной кандидат, или недостоин. Поэтому решение сегодня было принято положительно. В связи с тем, что к нам вновь прибыли члены комиссии с совещательным голосом, это представители кандидатов, которые непосредственно заинтересованы в самом процессе, который предоставляет государство, бесплатно предоставляя эфир на государственном телевидении. Мы предоставим им все материалы, ранее разрабатывавшиеся, с учетом их мнений. Уже 29 числа, тоже крайний срок принятия данного решения, будет принято окончательное решение и проведена жеребьевка. Кроме всего прочего, в разном было у нас рассмотрено заявление с Иордании, с общественной организацией, от диаспоры абхазской, которая обратилась к нам с просьбой организовать избирательный участок в Иордании. Конечно же, это всем понравилось, само заявление, я зачел, но, к сожалению, законодательство не позволяет нам сегодня открыть избирательный участок в Иордании. В рамках проекта «Возвращение имени» в пресс-центре «Спутник Абхазия» родственникам погибших во время Великой Отечественной войны были вручены документы, которые раскрыли судьбу их родных, долгое время считавшихся без вести пропавшими. Согласно обнаруженным документам, все они погибли в концлагерях немецких фашистов. Журналистам и родственникам погибших показали фильм «Поиск». Фильм рассказывает о работе проекта «Возвращение имени», который уже на протяжении 3 лет осуществляет свою деятельность. Руководитель проекта Григорий Скворцов отметил, что для большинства семей сегодня особая дата. Они, наконец, узнали судьбу своих родных. Мы хотели бы вам вручить справку. Он больше не является пропавшим без вести. Он узник немецких фашистов и погиб в концлагере. Мы ставим перед собой задачу во что бы то ни стало добиваться поиска документов и каждой семьи, которой мы могли бы вручить эти сведения. Для нас важно сохранить этот дух нашей культуры, который позволяет нам по-прежнему ценить победу в Великой Отечественной войне, с одной стороны, ценности этой победы, ценности нашего общества, нашей культуры. А с другой стороны, для нас важно сохранять традиции сострадания. Активное участие в развитии данного проекта с самого его начала принимает начальник Сухумского высшего общевойскового командного училища Алхас Жиба. Специально для этого проекта в СВОКу была подготовлена группа курсантов, которые уже на протяжении 3 лет также помогают в поисках без вести пропавших. Именно они сегодня вручают семьям погибших учетные карты, письма и другие обнаруженные в архивах сведения. Сталкиваемся с трудностями, но курсанты настолько подготовлены, настолько к этому подходят, что несмотря на то, что по службе есть трудности, потому что мы не всегда успеваем этим заниматься, мы в свободное время для нас отправляем курсантов, как уже было выше подмечено, что они проходят прям своими ногами в те места, где даже не может проехать машина. Поэтому бывает, что и поздно ночью мы возвращаемся, но эти трудности мы забываем, зная, к чему мы идем, для чего мы это делаем. Проект возвращения имени добился немалых успехов в устранении исторической несправедливости и возвращении в жизнь забытого имени человека и его родственникам. Организаторы проекта планируют и дальше продолжать свою работу над поисками пропавших. Щезина Жиба, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.
МЧС Абхазии эвакуировала российского туриста с переломом ноги на перевале Химса в Сухумском районе. Сообщение о случившемся на пульт дежурного МЧС поступило утром в 5 часов 50 минут. Для экстренной эвакуации пострадавшего спасатели сразу же вылетели на место происшествия. Пострадавший Евгений Ершов, 1978 года рождения, житель Ростова-на-Дону с переломом ноги, был доставлен в Агудзерский военный госпиталь. Медики МЧС оказали пострадавшему первую помощь. С 18 по 21 июля делегация из Абхазии пребывала с официальным визитом в Республике Никарагуа. В рамках визита прошли встречи с руководством этой страны. Итоги рабочего визита подвел министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. Министерство образования и науки Абхазии совместно с Фондом социального страхования и охраны труда на территории Ритинского реликтового национального парка организовал летний детский оздоровительный лагерь «Авепща». В этом году в Ауатхаре смогут отдохнуть более 250 школьников в возрасте от 12 до 16 лет. За безопасностью детей следят спасатели МЧС. Глава ведомства Лев Квициня и министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба посетили лагерь «Авепща», где пообщались с детьми и осмотрели инфраструктуру лагеря. Смотрите репортаж, подготовленный пресс-службой МЧС Республики. Каждый год на территории Ритинского реликтового национального парка Министерством образования Абхазии организуются лагерные смены. Детвора и молодежь весело и активно проводят свой летний отдых в обрамлении живописных хребтов на берегу высокогорных озер и рек. Ребята живут в обычных палатках, питаются здоровой пищей, ходят в походы по окрестностям. Существенной составляющей при организации подобных лагерей являются вопросы безопасности. Министры МЧС и образования Лев Квициня и Адгур Какоба во время совместной поездки в один из таких лагерей в районе Ауатхары весьма подробно ознакомились с организацией отдыха школьников в горах. Интересовались все маршрутами ближайших походов, меню в импровизированной столовой и даже местоположением источников пресной воды. Сами воспитатели и дети открыли новый источник для питьевой воды, очистили, и этот прекрасный родник пьют и готовят из родника, хотя тут вот рядом протекает чистейшая вода, но руководители позаботились, чтобы дети пили более чистую воду, и они открыли, почистили родник. По словам спасателей, необходимо отработать четкую схему взаимодействия МЧС и Министерства образования при организации летних образовательных лагерей в горной местности. В частности, спасатели должны знать о конкретных маршрутах передвижения детей по окрестным горным хребтам. Необходимо проработать вопрос обеспечения лагерей спутниковыми телефонами, так как обычная мобильная связь в горах по большей части недоступна. Помимо этого, обязательным является наличие средств пожаротушения, например, огнетушителей на случай возникновения пожара. Лев Квициня и Адгур Какоба весьма подробно обсудили эти и другие вопросы организации отдыха детей в формате образовательных лагерей в условиях горной местности. Руководители МЧС и Министерства образования поддержали идею заключения соответствующего межведомственного соглашения, где, помимо прочих, должны будут отражены и дополнительные источники финансирования. А сейчас о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу преимущественно без осадков, ночью туман, в воскресенье из-за незначительных перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 24-29, температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Сказали, что я уехала. Да, сказали, что ты за границей. Они упрятали меня в нервную клинику.